В Нурлате прошел зональный семинар совещания по сохранению и развитию родных языков. Под руководством председателя комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка, а также языков народов Татарстана при президенте Марата Ахметова, главы районов, лица, ответственные за сохранение родных языков, побывали в учреждениях образования. Образовательный центр имени Ахмедзаки Хазрата Сафиуллина Айсулу посещает около года. За это время не только обогатила свой словарный запас на татарском, но и научилась готовить разные блюда. Мы изучаем различные татарские национальные блюда, как они появились, изучаем татарские национальные костюмы. После этих занятий я чаще начала разговаривать с родителями по-татарски и стараюсь, чтобы говорить с ними только по-татарски, чтобы сохранить нашу нацию. И татарский орнамент, и блюда татарской кухни, национальную кухню, и костюмы, и все это все составляющие для того, чтобы дети не просто изучали татарский язык, но еще и знали об истории своего народа, чтобы они гордились своей национальностью. И, как дети правильно сказали, чтобы наша нация, национальность не исчезла, чтобы мы смогли ее сохранить. Дети ходят с удовольствием, мы не обращаем внимания, нет никаких критериев по возрасту. Самое главное только желание. Их количество становится больше, и это не может меня не радовать. На занятиях в центре татарский язык изучают около 120 детей, и, надо сказать, не все из них татарской национальности. Я, конечно, русская девочка, но я очень стремлюсь к знаниям и хочу учить татарский язык и развивать свой кругозор. У меня много друзей татаров. Я с ними хорошо общаюсь и изучаю татарский язык. Логопедический кабинет при центре также нацелен на изучение языков. Благодаря поддержке собственного проекта здесь смогли приобрести необходимое оборудование для более легкого усвоения языков и исправления речевых нарушений. В прошлом году мы писали проект для развития нашего логопедического кабинета. Там был расписан томатис-терапия. Томатис-терапия, что это? Томатис-терапия – это уникальный аппарат, это стимулятор коры головного мозга для развития речи у детей, для развития психоречевого развития у детей. Это развивает психические процессы, улучшает с помощью слуховых тренировок. Марат Готович нас поддержал с этим проектом. Он выделил средства для приобретения этого аппарата, и тем самым мы приобрели и работаем с этим аппаратом. Мы своевременно получили эту помощь, потому что без этого аппарата много работы мы бы не смогли сделать. Этот аппарат очень-очень хорошо помогает. Главы из 8 районов, начальники отделов образования и культуры знакомятся с работой, организованной по сохранению и развитию родных языков в Нурлате. В детском саду «Солнышко», например, применяют разные способы изучения родного языка. Дошкольное учреждение – одно из 9 садов, ведущих образовательно-воспитательный процесс полностью на татарском языке. Для изучения татарского языка мы используем разные способы, разные изучения. Мы читаем разные сказки, играем разные игры, разные музыкальные игры. Играем лего-конструкции, ставим мультфильмы на татарском языке. Так вот развивают ребята наши свою речь, татарскую речь. В школе искусств «Сялят», где обучаются около 800 детей, привитию любви к родному языку особое внимание. К игре на народных музыкальных инструментах, танцам, песням и изобразительному искусству с этого года добавилось эстетическое отделение с театральным уклоном. Я влюблена в татарскую культуру, песни и искусство. И эту любовь прививаю своим ученикам. Дети не только татар, но и другой национальности с удовольствием поют, читают стихи и мунаджаты на татарском языке. Есть чем гордиться в этом направлении и Центру детского творчества. На кружках детям прививают любовь к родному языку и культуре. Это доказывают и юные швеи студии стиля и дизайна. Я шью татарские узоры, и их можно на сумку, на свитшоты, и это сейчас модно. Раз в неделю в билингвальной студии звучит чувашская речь. Количество посетителей кружка растет. Это говорит о повышении потребности к родному языку. На сегодня чувашский изучается в 6 школах района. Занятия ведутся, конечно же, в игровой форме, потому что они на уроках сидят и в школе, а сюда буквально в игре познают свой родной язык. Узнают, начали мы с семьи, с папы, мамы, как звучит на чувашском языке. И вот сегодня вам показали
как звучат на чувашском языке названия ягод, овощей и фруктов. После практического знакомства с развитием языков – пленарная часть зонального семинара совещания. Здесь Марат Ахметов дал свою оценку данной работе, организованной в районах Закамья. Отметил об усилении внимания к родным языкам в Нурлате. Долгие годы в районе сохранился вагон. С приходом Алмаса Салимовича потихоньку обращая на эти проблемы внимание. Это не только ввод родных языков, до того работа им была уже начата, и в районе формировался сейчас определенный базис, на котором и дальше еще надо будет развиваться. Дополнительное поощрение учителей родного языка, оснащение кабинетов, увеличение числа участников языковых олимпиад и количество сдающих государственные экзамены по языкам, заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан сделал подробный анализ по каждому пункту. По многим позициям показатели Нурлата на уровне лучших. Надо тонко работать, особенно директорами, руководителями образовательных учреждений. Они дальше поработают. Но, безусловно, образ жизни самой территории должна быть благоприятной для формирования, для сохранения родных языков. За сохранение и развитие родных языков в многонациональном Нурлате председатель комиссии Марат Ахметов вручил главе района благодарственное письмо.